Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бисмиллах, алхамдулиллах, ассалату вассаляму аля расулиллах. Судный день, положение богобоязненных верующих в судный день. И сегодня мы продолжаем среди тех, кто будет иметь достоинство, преимущество перед остальными в судный день, это муаззины. Муаззин – это тот, который объявляет начало намаза и собирает людей, верующих, на джамаат намаз. Это тот, кто говорит азан. Можно часами, на самом деле, поверьте, дорогие братья, можно часами говорить про достоинство азана, про достоинство муаззинов. Наверное, если почитать все эти хадисы, где пророк, алейхиссаляту вассалям, рассказывает нам о наградах, которые получают муаззины, наверное, просто нужно оставить имамство и стать муаззином. Валлахи. Но как-то так в умме получается, и это всегда было так. Даже во время праведных халифов почему-то всегда умма считала, что говорить азан это не самое достойное дело, может быть. Да? Лучше быть имамом, там, сидеть ученым. И Умар ибн аль-Хаттаб, когда был халифом, наступило время намаза. И он спросил, кто, говорит, азан будет говорить? Как обычно, да, вот мы собираемся где-то, кто азан скажет? И один из его приближенных сказал, а вот там есть, говорит, один хадим, у нас слуга один, который обслуживает нас, сейчас он придет, азан скажет. И он сказал, почему, говорит, мы теряем достоинство этого дела? Валлахи, я клянусь Аллахом, сказал Умар ибн аль-Хаттаб, если бы меня не отвлекали дела халифата, если бы мне не пришлось бы править страной, а он же был правителем, да, то все азаны говорил бы я сам. Потому что на самом деле, машаллах, так много хадисов, где говорится о награде тому, который будет призывать людей к намазу. И вот я не буду сейчас заходить в эту тему. Об этом я уже говорил, кстати, перед лекциями, вот как раз перед джумва. У нас была такая тема, как продлить свою жизнь. И вот там муаззины, они занимали особое место. И просто вкратце хочу сказать, что вот муаззин, кто ответит муаззину, то есть когда муаззин скажет азан, и сколько человек ему ответят, то есть придут на этот намаз, вот сколько они получат награду, все эти награды получит муаззин тоже. То есть это 27 раз больше аджра за намаз. Где-то говорится, что за джамаат намаз человек получит награду умры и так далее, и так далее. Вот даже просто если взять наш небольшой приход, нашу небольшую мечеть, да, сколько у нас на джумга, может быть там 200 человек, может больше, да, 300, может быть, я не знаю. Но если 300 человек придут на намаз, то муаззин за то, что просто их призвал, он получит награду. Столько, сколько они получат. Если еще это умножать на 27 джамаат намазы, другие, да, то невозможно их сосчитать. Но единственный момент, вот, к сожалению, хотя мы татары, большинство из нас, да, татары всегда любили и умели петь, да, мон у нас никому не занимать, и никто не отнимет. Вот, к сожалению, многие братья не умеют азан говорить. Просто иногда, просто сердце разрывается. Да? Это же знамя. Это знамя ислама. Азан – это знамя ислама. И цель азана не просто включить микрофон и накричать такбир. Вы поймите, азан должен привлекать людей. Азан должен завлекать людей. Даже Коран, книга Аллаха. Пророк ﷺ сказал, как? Украшайте Коран вашими голосами.
Коран тоже можно по-разному читать. И наша цель не просто выкрикивать святые слова. Аллаху Акбар, да, можно по-разному кричать. Но азан должен быть привлекательным. И некоторым братьям просто хочется сказать: брат, вот зайди в YouTube. YouTube пока не закрыли, да? Вот просто послушай пару азанов. Ну попробуй дома. Даже вот я думаю, надо уроки азана, иншаллах, объявить. Вот как мы, помните, на джиназу собирались. Один брат у нас стал покойником временно, да? Мы его омовение делали. Может быть, иншаллах, мы объявим, найдем специалистов, которые могут и голоса ставить. Ну, это же шиар. Сколько людей, машаллах, находят дорогу в мечеть после азана. После азана. Вот поэтому для нас особенно это актуально. Это тот народ, который все время поет, да? А не умеет. Поэтому и во сне азан увидел один сподвижник, а пророк, саллаллаху алейхи вассалям, назначил муазином другого. Так ведь? Потому что у Билала был голос. Поэтому, ну вот, надо научиться говорить азан. Достоинство азана. Муауия ибн Аби Суфьян, радиаллаху анхума, передает: я слышал, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: у муаззинов в судный день будут самые длинные шеи. Самые длинные шеи будут в судный день у муаззинов. Это хадис в сборниках имама Муслима. Но нужно заметить, что это не будет какое-то уродство, да? Что он там сам маленький, а шея длинная. Да? Это будет признаком его красоты. Он будет выделяться из толпы. И все будут знать: вот это муаззин. Вот он муаззин, оказывается. Вот он, оказывается, азан говорил и людей призывал. Поэтому это будет признаком его красоты. Красоты. И почему? Потому что они доносили до людей своими голосами слова азана, которые объявляют, где мы находим самые лучшие слова. То есть это лучшие слова восхваления Всевышнего Аллаха, единобожие, шахада. Так ведь? Ашхаду алла иляха илляллах. Поэтому, дорогие братья, даже много ошибок, когда мы говорим азан, икама. Хотя азан это же, ну, как бы начальный этап. Даже когда братья в мадресе начинают ходить, это начальный этап. Для того, чтобы изучить правильно азан, там, ну, не обязательно там все 3 десятков правил таджвида выучить, да? Вот, поэтому даже вот эти ашхаду алла иляха илляллах, ашхаду анна Мухаммада Расулуллах, вот ашхаду анна Мухаммада Расулуллах, сколько братьев говорят, да? Вот это важные моменты, и надо их правильно говорить, потому что это слова единобожия, и мы созываем народ, созываем люд к чему? К самому великому поклонению. И в этот день все, кто слышал голос муаззина в этом мире, мы идем уже, дальше идем. Первое, это они будут самые высокие, самые длинные шеи у них будут, всех будут знать это муаззины. И в этот день, второе достоинство, все, кто слышал голос муаззина в этом мире, они будут свидетельствовать за него, то есть в его пользу. Потому что свидетельство в судный день будет 2 вида свидетельств. Первое против него, а второе за него. И вот все, кто слышали его азан, они будут свидетельствовать его пользу. И Абу Саид аль-Худри сказал Абдуррахману ибн Са'саа: я вижу, ты любишь овец и пастбища. Когда будешь рядом со своими овцами или рядом со стоянками бедуинов и станешь произносить призыв на молитву, повысь голос. То есть говори громче, ибо поистине каждый джин, не только люди, джин, человек и вообще все, что слышало голос муаззина, будет свидетельствовать его пользу в судный день. То есть даже пастуху овец он сделал насихат. Даже когда ты возле своего стада будешь говорить азан, говори громче, чтобы все овцы слышали. Не только люди, даже овцы, чтобы слышали. Животные слышали, потому что Аллах всех соберет. Согласно этому хадису. В судный день и все будут говорить: я слышал азан, я слышал. Чтобы все овцы свидетельствовали, все верблюды, все животные.
животное. Следующее. Превосходство тех, кому Аллах дал возможность дожить до старости в исламе. Говорят, старость не радость, картлык, шатлык тугель, но для верующего старость – это огромная радость. Потому что каждый день, когда он просыпается, каждое утро, когда он просыпается, он начинает с утреннего намаза. Так ведь? Он начинает с поклонения, он начинает с зикра. И каждый день, который проживает мусульманин, верующий, это возможность для него дальше сеять. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ад-дунья мазра'утуль ахира». Дунья, мирская жизнь, является пассивным является мазра, то есть это то место, куда сеют, полем. Для чего? Лиль ахира, для вечной жизни. Поэтому проснулся, открыл глаза, Аллах, значит, дал тебе еще один день, еще совершить возможность у тебя есть 5 намазов. После 5 намазов ты можешь сколько? Субханаллах, альхамдулилля, Аллаху акбар, зикры делать, служить кому-то близким, делать кому-то напоминание. Поэтому даже если иногда жизнь, она трудна, да, может быть, чем старше, тем и болячки выходят, и пожилые только сами знают это, да, больше нас знают. Поэтому, несмотря на эти земные проблемы, да, земные трудности, мы должны понимать, для мусульманина каждый день это милость Аллаха, потому что он каждый день совершает поклонение, намазы и так далее, и так далее. И вот седина в исламе. Седина, то есть чем старше человек, тем у него седых волос больше, так ведь? И каждый седой волос станет в судный день светом, нуром, если человек был мусульманином. То есть если эта седина появилась, будучи в исламе, человек может там гоняться за дунья, обижать, притеснять других, это тоже от этого седина появляется, это тоже не так легко, да? Но если человек посидел в исламе, альхамдулилля, вот эта седина будет нуром, светом для него в судный день. Кааб ибн Мурра передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, этот хадис имам Ан-Насаи Тирмизи передал: для того, кто посидел, будучи мусульманином, эта седина станет светом для него в судный день. Это свет. Каждый седой волос – это свет. Амр ибн Аббаса передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: кто посидел на пути Аллаха, до того эта седина станет светом в судный день. Каждый седой волос – это нур, это свет будет в судный день. Абдулла ибн Амр передает, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: седина является светом верующего, нуром, нуруль му'мин. Если человек посидел, будучи мусульманином, за каждый седой волос ему запишется одно благое дело, и будет возвышена его степень. То есть, иншаллах, даже седые волосы мусульманина, они будут на чаше весов благодеяний, и будут иметь свой вес. Так ведь? Потому что это на пути Аллаха. Также Абу Хурайра передает: не выщипывайте, пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, не выщипывайте седые волосы, дорогие братья, оставьте их, ибо они станут светом в судный день. Тому, кто посидел в исламе, за каждый седой волос будет записано одно благое дело, и будет возвышена его степень. Поэтому это милость Аллаха. Ибн Хиббан передал. Также еще один хадис достоверный, где пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: седина – свет лица мусульманина. И кто желает выщипывать седые волосы, то он выщипывает свой свет. То есть, получается, он выщипывает этот нур, лишает себя этого нура в судный день. Поэтому дай Аллах всем молодым посидеть на пути Аллаха, иншаллах. Субханак Аллахумма бихамдик, шаду алла иляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк.